В городе Шахта Ростовской области прошел чемпионат Южного федерального округа по тэквондо. Наши спортсменки впервые завоевали медали высшего достоинства. Как девочки смогли добиться таких результатов в контактном спорте, расскажет наш коллега Аден Бакаев. Победительница чемпионата Южного федерального округа Даяна Бадмаева поделилась, что этот турнир для нее стал отправной точкой для предстоящего первенства России. Девушка провела 2 поединка и оказалась сильнее своих соперниц. Как отметила сама Бадмаева, все соперницы были достойны и основательно подготовились к поединкам. Даяна учится в медицинском колледже и не собирается бросать любимый вид спорта, но призналась, что не просто совмещать учебу и профессиональный спорт. Все соперники были достойные, интересные поединки, все фавориты своих весовых. Очень интересно было с ними соревноваться. Моя воспитанница Бадмаева Даяна выступила на чемпионате ЮФО среди взрослых по олимпийскому виду тэквондо и стала чемпионкой ЮФО среди женщин. Весовой категории до 57 килограмм. Данный турнир является одним из этапов отбора к предстоящему чемпионату России, который пройдет в городе Майкоп, Республике Адыгея, в конце сентября. По данному чемпионату скажем, что это очень ответственное мероприятие было. Мы к нему готовились в несколько этапов. В составе Даяна является также победительницей первенства России среди юниоров 15-17 лет. Один из этапов подготовки проходила она в составе сборной России юниоров 15-17 лет. И по прибытию уже в расположение Республики Калмыкия, нашего спортзала, мы продолжали подготовку и выступили на данном чемпионате удачно. Анжела Хохленова также заняла 1-е место, а Гляна Мангаева стала 3-й на чемпионате. Обе девушки поделились, что переживали перед поединками, но работа тренера помогла им настроиться, перебороть свои страхи и достойно выступить на окружном чемпионате. Отмечу, что они также прошли отборочный этап к чемпионату России. Далее ждет большая работа и подготовка к турниру, где соберутся сильнейшие со всей страны. Общее впечатление, соревнования, уровень хороший, соперники хорошие. Сейчас предстоит усердная подготовка к чемпионату России. Я довольна результатом. Хоть и не 1-е место, но я показала себя лучше, чем на предыдущих соревнованиях. Я довольна результатом. Наши девочки, они участвуют впервые на соревнованиях такого уровня, потому что они самые младшие в этой возрастной, и для них это очень хорошее испытание. Девочки себя проявили очень хорошо. Такие позитивные и положительные результаты говорят о том, что они идут верно. Психологически мы их подводим к таким соревнованиям, потому что это уже взрослый этап, и там интеллектуальный уровень совсем другой. Психологически они выдержали этот этап, поэтому следующий у нас чемпионат России. Наши девочки уже достаточно давно занимаются, и в плане того, что какие-то там проблемы с психологией у них уже не наблюдается, так как они уже достаточно опытные в этом плане. Плюс весогонка, сами понимаете, это сказывается на состоянии спортсмена, поэтому Геляна, скажем так, хорошо, стойко отработала, но не смогла себя проявить на все 100%, так как была после весогонки немножко обессилена. Напряженный этап поединка, она стойко все проходит и грамотно, с холодным расчетом делает те вещи, те установки, которые мы ей говорим. Изнурительные тренировки, переживания во время турнира – все это девочки сейчас вспоминают с улыбкой, понимая, что все это было не зря. Тренеры и наставники подходят к подготовке спортсмена с индивидуальным настроем. Это только старт для дальнейшего соревновательного процесса, отметил президент Федерации, и отметил, что у девушек есть все шансы отличиться на всероссийском турнире. Также мы провели учебно-тренировочные мероприятия с приглашением заслуженных тренеров России. Буквально зимой мы провели мероприятие с приглашением Шабазова Асланбека Хусаиновича, старшего тренера сборной России по юниорам. Также мы провели учебно-научные семинары для тренеров, для молодых тренеров, и в общем для тренеров. Я так думаю, что проведение таких мероприятий как раз таки и позволило нам
завоевать таких результатов. У нас не было давно взрослого спорта, поэтому для нас чемпионат Южного федерального округа в этом году это такое значимое мероприятие. И я очень рада, что наши девочки именно вот вступили на пьедестал чемпионата взрослого спорта. Девушки также рассказали, что в дальнейшем они хотят стать на места своих тренеров и также передавать накопленные навыки и опыт своим подопечным. Но в данный момент у каждой из них есть цель занять высшие пьедесталы почета не только России, но и мира. Адем Бакаев, Борис Инжураев, информационная программа «День Республики».